вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о значимости грантовых конкурсов. Друзья, внимание на экран. Грантовые конкурсы, которые проводятся государством, призваны помогать гражданам привлекать финансовые средства на реализацию своих социально значимых идей и помогать государству увлекать в решение социальных проблем неравнодушных граждан. Андрей Сосновский, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республиканского министерства, ответственного за реализацию конкурса грантов главы Якутии. Уже 27 марта в нашей республике вновь стартует грантовый конкурс, к участию в котором привлекается все больше и больше желающих. Эффективны ли грантовые конкурсы, проводимые государством, и нужны ли они нашему обществу? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Оптимисты — это те, кто считают, что гранты — это эффективно. Благодаря грантовым конкурсам инициативные граждане могут реализовывать социально значимые проекты, строить детские площадки, проводить общественные мероприятия и многое другое. Пессимисты – это те, кто считает, что гранты не нужны, потому что все, на что направлены грантовые проекты – это обязанность государства. Некоммерческие организации должны больше заниматься благотворительностью, а не проектами, на реализацию которых они получают бюджетные средства. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующих. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним. И пессимист, которого убедили аргументы оптимистов, тоже может поменять свою сторону. При этом оптимисты будут справа. А пессимисты слева. Выбираем зоны, делимся. Итак, встречаем нашего героя. Молодой руководитель и профессиональный юрист. Заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха. Андрей Сосновский. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли рассказать нам немного о себе. Ну, если коротко, я закончил Северо-Восточный федеральный университет. По образованию я юрист. Также я закончил СФУ по направлению государственного муниципального управления. Я работал по специальности всегда и еще начинал со студенчества. Поэтому, считаю, что у меня довольно-таки большой стаж по юридической деятельности. Также я в свободное время люблю изучать фильмы, смотреть авторское кино и по возможности занимаюсь спортом. Начнем мы по традиции небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Первый вопрос. Почему вы выбрали работу с грантами? Это направление всегда было интересным, потому что дает именно точки роста социальным инициативам общества и определенные возможности для развития. Целесообразно ли реализовывать молодежную политику через гранты? Это спорный, конечно же, вопрос, но в целом я считаю целесообразно, потому что когда молодежь сама инициирует проекты, мы видим, что им интересно. Есть ли организации, которые часто или постоянно выигрывают гранты? И нормально ли это? Такие организации есть, потому что у них есть опыт, и это нормально, потому что проекты всегда разные. Как вы думаете, что является следствием оттока молодежи из Якутии и как можно этого избежать? Тут, наверное, очень большой комплекс причин, и прежде всего, конечно, как можно это избежать, это возможность хороших трудовых условий и комфортных условий для жизни. Как вы относитесь к критике, как к себе, так и к своей работе, к своему ведомству? Конструктивная критика, она всегда дает возможность развиваться, это обозначает проблемные зоны, точки роста, если можно так сказать. Поэтому конструктивная критика — это прекрасно. А больше конструктивной или неконструктивной, на ваш взгляд? Все-таки я верю, что больше конструктивной. Ощущаете ли вы разрыв поколений в вопросах развития молодежи? Такое имеет место быть, и недаром объявляется год наставничества, год такого взаимодействия, чтобы именно наладить связь поколений между старшим и молодым. А как вы думаете, возможно ли будет потом вообще прийти к какому-то консенсусу? Мне кажется, по общим вопросам это возможно, но всегда надо понимать, что когда есть разница большая в поколениях, то по мелочам всегда будут разные спорные вещи, потому что просто люди разных поколений. Встречаете ли вы людей, которые категорически отрицают пользу грантов? Да, такие люди есть. В чем причина, как вы считаете?
Ну, они считают, опять же, как было объявлено, что гранты это портят, вернее, нашу общественность, потому что делают их слишком материально заинтересованными. Встречаете ли вы заблуждение о своей работе? Да, на самом деле, потому что, мне кажется, даже если говорить о госслужбе, то она очень широкая, и мне кажется, пока ты не изучишь всю внутреннюю позицию, всю внутреннюю работу, ты не поймешь, чем занимается любое министерство. Итак, Андрей, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и подискутировать нашу сегодняшнюю тему. Справа от вас расположились оптимисты. Это те, кто считает, что гранты — это эффективно, и благодаря грантовым конкурсам инициативные граждане могут реализовывать свои социально значимые проекты, строить, допустим, детские площадки, проводить различные мероприятия и многое другое. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что гранты не нужны, потому что все, на что направлены грантовые проекты, это обязанность государства. Некоммерческие организации должны больше заниматься благотворительностью, а не проектами, на реализацию которых они получают бюджетные средства. Мгм. Итак, давайте сейчас обратимся к вам, к нашим участникам. Ребята, поделитесь, почему вы оказались с той или иной стороны? Чем обусловлен ваш выбор? Ну и давайте начнем со стороны оптимистов. Потому что я знаю многих людей, которые работают по грантам, и они реально очень даже успешные люди. Что мало какие проекты, которые выиграли грант, реализуются. Многие останавливаются на полпути, да и гранты выигрывают в основном одни и те же люди. Еще мнение давайте послушаем со стороны оптимистов. Гранты развивают нашу страну, и благотворительностью может и заниматься государство. Я так считаю. Пессимисты, пожалуйста. Гранты даются для молодежи, скажем, для тех, у кого мало опыта, то есть для тех, кто набирает опыт, скажем, тех, кто особых мало компетенций, мало опыта, навыков. Так что скорее даже они сделают хороший проект на бумаге, а реализация будет, ну, как всегда. То есть не всегда качество реализации бывает хорошим. Да. Но я считаю, то, что задача грантов это дает нам шанс в будущее, типа молодое поколение все-таки. Это возможность. Это возможность, да. На мой взгляд, гранты выигрывают только те, у кого больше опыт, больше навыков, ну и более ориентированы на это. И не всегда это представители молодежи, да? Да. Во-первых, хотелось бы сказать то, что есть достаточно много предприятий, которые работают в той или иной сфере, то есть есть множество возможностей, по которой люди могут реализовать всякие идеи и так далее. То есть не обязательно давать гранты людям, которые недостаточно опытны. Почему бы не предоставить работу людям, у которых есть опыт работы, и, собственно говоря, они сделают это гораздо более качественно, чем новички, которые в этом не особо-то и смыслят. Они могут быть как генераторы идей и, по сути, помогать этим предприятиям, но давать им гранты, чтобы, по сути, сделать то же самое, что и делают другие люди, это не очень-то и, по-моему. Вы считаете, что грантами может заниматься государство, правда? Я считаю, что если государство этим займется, то продвижение будет снижаться. Но я имею в виду, что государство и так... Много делает. Ага. Но обеспечение комфортного уровня жизни – это обязанность государства. Ну, А сейчас нигде не сказано, что предприятия могут помогать государству для продвижения молодежи, там, своих интересов. Да. Люди, которые живут на определенном участке, они знают, что им нужно. И, может быть, они даже знают, как это реализовать, но у них нет средств, и гранты не сильно дают возможность это сделать. Давайте еще мнение послушаем. Я в какой-то степени поддерживаю сторону оптимистов, так как гранты в основном это те люди, которые сами проявляют инициативу и берут все на себя, но эта инициатива не всегда приносит хорошие результаты, так как гранты, поддерживая мнение предыдущего оратора, не совсем профессиональный, и это как русская рулетка, то есть это может быть либо очень хорошо, либо очень плохо. Я считаю, что, допустим, лучше, так же, как говорилось до этого, дать это дело профессионалам, которые знают, чем они занимаются, у которых опыт уже ковался на протяжении десятков лет и так далее, что лучше проверенное средство, чем непроверенное.
Ну и теперь давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Андрею Сосновскому. Давайте, пожалуйста, начнем с стороны оптимистов. Ребята, ваши вопросы к нашему гостю. Может ли НКО быть постоянным местом работы? Ну, НКО может быть местом работы, естественно. То есть тут, конечно, вопрос о том, чем занимается НКО и вообще, в принципе, как формируется его бюджет. Поэтому мы должны понимать, что некоммерческие организации, вообще их существование, это довольно-таки сложный механизм. То есть, как было сказано, у нас есть понимание, что грантовый механизм, он предусматривает, там тоже возможен функционал, то есть определенный процент, который идет на зарплату. При этом, естественно, функционирует у нас с вами благотворительные организации. У коммерческих фирм также есть статья расходов на благотворительность. И эти денежные средства могут также поступить в НКО, и из этого может формироваться его бюджет. Почему в грантах главы Якутии участвуют некоммерческие организации, а не физические лица? Если мы будем говорить о том, стоит ли допускать физические лица, то сейчас вот с прошлого года мы начали расширять круг получателей грантов. У нас появилось отдельно грантовое направление по ТОСам, территориальным общественным самоуправлениям. И также у нас есть как бы в некоторых регионах практика о том, что и физические лица участвуют в грантах губернатора, там, и главы субъекта. Но пока это только, скажем так, наработки, и мы смотрим, следим. Потому что если мы говорим про физических лиц, тут довольно-таки трудный механизм в плане отчетности и того, как, собственно, это все будет функционировать. Потому что, сами понимаете, когда мы говорим про бюджетные деньги, то тут надо сразу думать про отчет, контроль и другие все сопутствующие, скажем так, вещи. У меня такой вопрос. Мне интересно, есть ли какой-либо черный список НКО, которые не могут участвовать в грантах? Как в него попадают и можно ли из него как-то выбраться? Нет, черного списка никакого нет. Все довольно-таки открыто, прозрачно. У нас есть, собственно, сайт «Гранты главы». Там все электронно с 2020 года функционирует, поэтому не надо ничего бумажно никуда отправлять. Единственный момент, надо пройти первичный фильтр. Первичный фильтр – это тот минимум требований, которым необходимо, чтобы ваше НКО соответствовало. Ну, основные из них – это чтобы у вас не было задолженности по налогам на определенный период и чтобы вы были зарегистрированы на территории Республики Саха-Якутия. Соответственно, черного списка нет, но вот есть базовые требования, которым надо соответствовать. А если в свое время НКО получили средства на реализацию своего проекта, но его не реализовали, то что в таком случае? Смотрите, есть, опять же, не реализовали, у нас нет практики, что просто не реализовано. То есть есть понятие, ну, к счастью, наверное, для наших НКО пока нет тех проектов, которые не реализованы вообще. Есть понятие недостижения показателей, да, то есть не охватили всех благополучателей, например. Это особенно актуально, наверное, в ковидный год, когда были определенные запреты, объективные причины. Но там тоже, опять же, появились гибридные формы, ВКС там, и другие способы охватить благополучателей. То есть недостижение показателей влечет возвращение определенного процента суммы гранта в соответствии с формулой, которая также отражена в положении, то есть и в соглашении. То есть, когда вы получаете грант, вы заключаете соглашение. И там есть определенная формула, что при недостижении там такого-то процента вы обязаны вернуть такую-то сумму. Вот и все. Еще вопросы? А сколько из республиканского бюджета было выделено деньги на грантовую систему? Мы участвуем в конкурсе на федеральном уровне на софинансирование. То есть, по сути дела, мы стараемся, чтобы каждый республиканский рубль получил софинансирование с федерального центра. И вот в этом году мы чуть меньше 50 миллионов получили софинансирование сверху на республиканские выделенные деньги. Соответственно, вот более 110 миллионов мы потратим в этом году на гранты. В прошлом году сумма была 97 миллионов. При этом, когда должны начаться, собственно говоря, должен начаться прием заявок и когда будут подводиться результаты? Смотрите, в этом году мы решили разделить, мы совещались также с фондом президентских грантов. С 1 февраля у нас стартуют два важных федеральных конкурса. Это фонд президентских грантов и фонд культурных инициатив.
они идут до середины марта. Соответственно, мы решили наш грантовый конкурс главы начать позже, чтобы у людей было больше времени на подготовку, и чтобы они, те, кто хотели податься на федеральные конкурсы, опять же, чтобы как-то не было такой тактики, что побеждают одни и те же, потому что те люди, кто уже опытный и с хорошими наработками, мы всегда их мотивируем и стараемся рекомендовать им участвовать на федеральном уровне, потому что у них есть определенные, скажем так, база, определенные наработки, чтобы достойно представить республику на федеральном уровне. А новичкам мы советуем, естественно, подаваться на гранты главы, потому что это прежде всего такой конкурс для поддержки местных инициатив, и чтобы больше проектов именно интересных, пускай написанных с нуля, не совсем опытными людьми, но также получили освещение. Потому что эксперты смотрят и всегда дают рекомендации. Вот. Поэтому с 27 марта мы стартуем с грантами главы, и с 13 февраля у нас стартуют гранты главы для территориальных общественных самоуправлений, но там участвуют районы, которые представляют свои ТОСы. То есть там не участвует НКО. НКО у нас 27 марта. И целый месяц, 30 дней будет на заполнение. А кто может подать заявку, вот, если человек не знает, что такое НКО? Получается, смотрите, если человек не знает, что такое НКО, ну, любой интерес, который возникает, он должен начаться, наверное, с того, что вы просто заходите на сайт грантов главы или на сайт министерства и смотрите вообще, какие требования есть. Если вы заходите на сайт министерства, там есть у нас контактный номер нашего отдела по работе с некоммерческими организациями. И, собственно, вы можете позвонить. И у нас есть типовые документы по регистрации НКО. Мы можем вас направить в ресурсный центр, который вам расскажет, собственно, как процесс этот идет и что вам надо. То есть, в принципе, главное желание. Желание и любопытство. Потому что любопытство, прежде всего, всегда дает возможность вам изучать новую информацию и прокачивать свои навыки. Давайте еще по одному вопросу с каждой стороны. Гранты в основном проводятся в конкурсном виде, и, допустим, осталось одно место, а два разных проекта, прям хороших проектов, равнялись, и по каким критериям вы решаете? Ну, смотрите, да, гранты всегда это конкурс, это всегда соревнование. И если говорить про внутреннюю кухню, например, грантов главы, то это ваш проект будет оценивать два эксперта. То есть не один эксперт, не чье-то субъективное мнение, а должны дать оценку два эксперта. Это первый момент. Второй момент, все заявки подаются одновременно. То есть вы конкурируете среди множества других заявок. Естественно, там есть разделение по направлениям. То есть в любом конкурсе есть направление. И вы должны попасть в то или иное направление. Возможно, в каком-то будет конкуренция больше, в каком-то меньше. Но опять же, если вы попали в трендовое направление, где больше запросов, значит, вы, собственно, чувствуете актуальность этого направления для себя, для своего там района, и поэтому написали этот проект. Поэтому здесь все подается одновременно, тут нет такого, что успеть, как говорится, в уходящий поезд там, или не успеть. Поэтому вы будете на общих основаниях конкурировать там, со всеми, там, не знаю, 300 заявок будет, и вот из 300 заявок, грубо говоря, там 100 победителей. То есть конкурс, каждая третья заявка побеждает. Соответственно, вы либо первая, вторая, либо третий победитель. Вот. Самый запомнившийся вам проект, который получил грант? Из последнего, вот сейчас подвели итоги, ну не мы подвели итоги, а фонд президентских грантов, и там 20 проектов из Якутии, которые победили. И очень хорошие есть проекты, которые на самом деле, ну прям социальные, по вопросам реабилитации людей с инсультом, например, или по популяризации института приемной семьи. Вот. Мне кажется, тут это реально социально значимые проекты, при том, что по популяризации опыта приемных семей они выиграли довольно-таки большую сумму, то есть и, собственно, фонд президентских грантов также видит актуальность этой темы. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Знаете ли вы о грантовых конкурсах, которые проводятся в нашей республике? Ну да, пару раз слышал. О каких, допустим, слышали? Ну там конкурс журналистов, по-моему, был. Журналистам гранты раздавали. Нет. Никогда не слышали, допустим, о конкурсе грантов главы республики? Нет. Гранты, слышал. Что? О каких грантах слышали, например?
Сейчас не могу сказать ничего. Я спасибо. Нет, не знаю. Никогда не слышали о каких-либо грантах? Грант главы республики, допустим. Не слышали, то есть вы никогда о конкурсе грантов главы республики? Нет, не слышал. А как считаете, вы бы смогли бы поучаствовать в таких конкурсах на реализацию своей идеи? Да, мог бы. Информации, да, не хватает. Знаю. А каких, например? Очень много грант президента республики, Грант по главы молодежной линии есть очень много грантов. А слышали ли вы о проектах, которые выигрывали на таких грантах, ну и принесли какие-то плоды? Ну, есть программы всякие разные, по этим программам можно... Но вы поддерживаете реализацию таких грантовых конкурсов? Очень поддерживаю. Здравствуйте, нет, я не слышала. То есть о конкурсе грантов главы республики, допустим, не Нет, знаете? я не слышала, не знаю. А как считаете, вы бы сами могли участвовать в таких конкурсах на реализацию своей идеи? Не знаю, я не задумывалась. Как считаете, вы бы сами могли участвовать в грантовых конкурсах на реализацию своей идеи? Не знаю даже вообще, что это. Знаете ли вы о грантовых конкурсах, проводимых в нашей республике? Нет, Никогда не слышали, допустим, о конкурсе грантов главы республики? Нет, Как считаете, нужны ли такие конкурсы на поддержку инициатив нашего общества? Ну что, друзья, мы с вами посмотрели наш небольшой сюжет, как мы опросили наших рядовых горожан, и в целом с вами видим то, что наблюдается недостаточная информированность населения вообще в целом о том, что такое гранты, о том, что у нас проводится в целом конкурс грантов главы республики. Как вы считаете, вообще достаточно ли информации и как повысить информированность населения о, собственно говоря, реализуемой работе? Давайте начнем со стороны оптимистов. Как вы считаете, ребят, достаточно ли информации? Как повысить информированность людей? Может быть, проблема в самих людях, потому что информации много, они просто не замечают. Как вы считаете? Я считаю, что можно более ярко информировать в соцсетях, в интернетах, но обосновываясь над тем, что мы живем в 21 веке. И это довольно актуально. Грантов знают именно те люди, которые интересовались этим когда-либо. Думаю, чтобы люди больше узнавали об этом, нужно, как говорили, сторона оптимизма, нужно об этом больше говорить в СМИ, и думаю, было бы очень хорошо, если бы появилась рубрика относительно того, что вот люди, которые выиграли гранты, когда-либо рассказали о своем опыте, как все это происходило, потому что на самом деле есть очень много идей в Якутии именно, люди у нас достаточно идейные, так что на самом деле, если бы информации было гораздо больше, возможно, тема грантов была бы гораздо более популярна среди простого населения и так далее, потому что даже в вопросе видно то, что некоторые, правда, задумывались о каких-либо идеях для улучшения нашей страны, Якутии. Я считаю, что информация достаточно распространена, просто интересуются те, кто интересуется, скажем, и хотят участвовать. Мне кажется, тут довольно-таки спорный вопрос, потому что, и, соответственно, люди, которым интересно, они интересуются, но если так подумать, то информации с какой-то стороны мало, потому что в новых социальных сетях, в которых сейчас люди сидят, та же молодежь, которая может реализовать, там, например, свой проект, хочет реализовать, информации почти нет. В основном все афишируется на сайтах самого гранта, а чтобы к нему прийти, соответственно, нужна какая-то реклама, по телевизору, например, показывать. Каким-то образом нужно вообще людей заинтересовать. Да. Нужно интересно это показать, уметь это правильно показать, красиво картинку сделать, как говорится сейчас. Трендов. Да. Чтобы это было приятно, на это было приятно смотреть, и человек, соответственно, сам захотел увлечься этой темой. Мне кажется, надо устроить для студентов беседу и рассказать про гранты, позвать тех, у кого получилось реализовать проекты. Хорошо, спасибо, давайте поаплодируем. Андрей, мы послушали мнение каждой из сторон. Какое мнение лично у вас? Ну, на самом деле, тут зерно правды есть, что, возможно, не хватает креативных подходов. Но все-таки надо понимать, что когда мы освещаем тот или иной грант, то мы пользуемся тем ресурсом, тем функционалом, который, собственно, у нас есть. Это, например, в части, например, победителей
мы регулярно их зовем на утреннее шоу НВК «Саха». То есть раз в месяц примерно обязательно приходят люди, рассказывают о своем опыте и так далее. Возможно, конечно, утренний формат шоу не всем удобен по времени, не все смотрят НВК с утра. Тут тоже есть такой момент в части охвата аудитории. Я, например, ходил недавно на радио, где также была затронута тема грантов. То есть тот функционал, который есть, мы его всегда стараемся использовать по максимуму. Например, ну не знаю, вы, не знаю, подписаны или нет на телеграм-канал Министерства молодежи. Если нет, то советую подписаться. Вот, мы регулярно там выкладываем дайджест по грантовым конкурсам, какие грантовые конкурсы идут сейчас, аналитику, кто победил, с какими проектами. То есть там обязательно все эти новости функционируют и фигурируют. Ну и, собственно, мы всегда открыты. Например, у нас, когда появляются запросы, мы идем на контакт, отправляем специалистов или рекомендуем там с ресурсных центров кому-то поехать, рассказать о грантах. Я, например, завтра еду в Высшую школу музыки, рассказывать именно молодежи по творческим направлениям, какие есть гранты. Вот, у меня коллеги недавно ездили в АМГУ, там также у них была стратегическая сессия по грантам. Поэтому на самом деле мы видим запросы, мы всегда стараемся оперативно на него реагировать и направлять людей, чтобы была коммуникация. А могут ли учащиеся школ стать участниками? Смотрите, да, есть пока только один проект, грантовый конкурс Росмолодежи. Там могут участвовать от 14 лет. То есть от 14 лет можно получить, там сумма, потолок, это 1,5 миллиона. Ну, для первой идеи, мне кажется, это прекрасная возможность, 1,5 миллиона максимальная получить. И второй момент, естественно, надо понимать, что там есть определенные направления. То есть идея должна соответствовать направлению. Как вы считаете, может, все-таки стоит действительно проводить встречи с студентами, учащимися школ? Естественно, должна быть инициатива от молодежи, то есть организация пишет письмо, что готова, там, просит принять участие по такому-то направлению в такое-то время, и, соответственно, у них есть определенный запрос от количества людей, которые, собственно, собираются в аудиторию. Первый момент. Второй момент, мы проводим обучение по линии министерства. Есть обучение, конечно, узконаправленные для определенного там круга специалистов, там только для госслужащих, только для муниципальных служащих. А есть, которые свободные, где можно зарегистрироваться, например, на площадке той же точки кипения Якутск. Я думаю, вы там слышали про нее точно, что там просто подаете на форму, заходите и регистрируетесь, и подходите в обозначенное время, в обозначенное место. Все. Ранее у нас с вами звучал вообще именно вопрос об отчетности именно грантовых конкурсов. Возникают сложности обычно с этой отчетностью, и как вы считаете, может, стоит упростить эту отчетность? Это бюджетные деньги, и каждая копейка нужна, чтобы никуда она не ушла и так далее. Лучше, Поэтому отчетность должна быть строгая. строгая. Да, должна быть строго, естественно. Это же, по сути, бюджетные деньги, которые, если она куда-то пропала, я думаю, что это уже надо действовать сурово. Ну, я думаю, это больше палка о двух концах. Отчетность, несомненно, нужна хорошая, ведь деньги должны быть правильно распределены и не должны уйти в никуда, так сказать. Но если так подумать, чем больше растет отчетность, тем тяжелее реализовать этот проект. То есть, соответственно, чем больше мы уходим в безопасность, то, что деньги по-любому реализуются, так тяжелее становится их реализовать. Но если мы их, соответственно, упрощаем отчетность, то они могут уйти, соответственно, не туда. Еще мнение, ребята? Она должна быть, но не настолько суровая, чтобы до этого было страшно прикасаться. И не такая, чтобы незаметно уходили куда-то. Ну, то есть твое мнение, то, что зачастую люди как раз-таки боятся вообще подаваться на грантовый конкурс, потому что боятся отчетности. Да, много бумажной работы, это страшно куда-то ходить, куда-то ездить. Я думаю, что отчетность, немного надо бы чуть-чуть упростить, так как, это больше уже человеческий фактор, что люди не особо любят воспринимать много информации, то есть нужно это как-то кратко, чтобы было все понятно. Так устроен наш мозг. Опять же, услышали мнение ребят, и ваше мнение, Андрей. На самом деле мы, конечно, работаем сейчас, но работаем мы не над тем, чтобы упростить отчетность, а скорее над тем, чтобы повысить ее информированность о ней и открытость. Понимание. Да.
Например, вот по сайту мы сейчас хотим настроить и уже подали в тех задания заявку, чтобы приходили за неделю уведомления, что подходит срок отчетности, и если вы еще не заполнили, надо бы уже за этот процесс взяться. Если мы говорим про саму отчетность, в принципе, тут ничего такого нереального нет, не стоит, мне кажется, этого бояться, просто надо понимать, что когда вы получаете деньги, когда вы говорите, я там своим мероприятием, своей идеей охвачу 1000 человек, естественно, мы как люди, которые доверили вам эти деньги, хотим увидеть, что вы охватили реально 1000 человек. Собственно. Или, например, вы организовали добровольную дружину, которая купила машину для, там, например, каких-то патрулей или там добровольного там какого-то там еще гражданского сообщества. Естественно, мы хотим видеть, что вы реально купили эту машину, собственно, у кого вы купили, и показали договор. Вот. Собственно, те запросы по отчету, которые есть, они, в принципе, все объяснимы, понятны, и они довольно-таки унифицированы. То есть мы хотим сделать и выстраиваем такую систему, что если вы идете на региональный уровень, то вы также подаете заявку, также отчитываетесь, и на федеральный уровень также, чтобы вы, как говорится, видели эту систему, плюс это все электронно, то есть не надо никуда бегать и так далее. И дополнительно хочу сказать, что, в принципе, сейчас очень лояльно идет политика, что кто бы не боялся отчета и так далее, есть люди, которые опаздывают со сроками, просрачивают их, но мы всегда лояльно относимся к этому, мы вызваниваем их, чуть ли не в ручном порядке подсказываем, что куда вводить. То есть нет такого, что, ой, вы не успели к 5 числу ввести данные, все, вас накажут. Нет, мы иногда бывает там и, 5 месяцев есть случаи, когда мы ждали, пока человек ведет эти все отчеты. Не надо так делать, сразу говорю, это плохо, да. Вот. Но в ручном порядке бывает, и федеральный центр также, то есть мы с ними совместно иногда ищем людей, которые там забыли вести отчет, потому что уехали на сенокос, как бы, и недоступны. Мы терпеливо ждем, пока не приедут с сенокоса, и все равно убеждаем, говорим, что вот надо в эту таблицу вбить такие-то цифры по вашему мероприятию, прикрепить такой-то договор и показать, что вы охватили или вы купили то-то, то-то. А может, стоит стать более строгими? Есть такая точка зрения, но я считаю, что это неправильно, потому что все-таки инициатива должна поощряться, а не быть наказуема. Поэтому если люди проявили инициативу, и мы видим особенно, что это важная инициатива и качественный проект, то мы всегда проявляем терпение, мы ждем, мы реально иногда в ручном порядке отрабатываем и просто пословно редактируем или направляем, собственно, грантополучателей. Андрей, какой совет вы дадите нашей сегодняшней аудитории? Ну, совет, наверное, все-таки, чтобы вы занимались тем, что вам интересно. Если вам интересны гранты, занимайтесь грантами. Если вам интересна там наука, занимайтесь наукой. Интересна вам журналистика, занимайтесь журналистикой. Потому что, когда мы говорим про мотивацию, мне кажется, понятное дело, что в современном обществе это может быть там какой-то авторитет, там, не знаю, мотивация финансовая существует. Но прежде всего, если вы этим горите, если вам это интересно, то вы свернете горы, вы добьетесь многого, и, собственно, это будет главным вашим ресурсом, который не заставит вас бросить ту или иную идею. Поэтому самое главное, чтобы у вас был к этому интерес. Вот сейчас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Ребята, вопрос сейчас к вам, к аудитории. Поменялось ли ваше мнение? Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним. И пессимист, которого убедили аргументы оптимистов, тоже может поменять свою сторону. Определяем свои позиции окончательные, ну и на счет 3 можно будет перейти. Так, 1, 2, 3. Давайте поаплодируем. Давайте поаплодируем. Давайте поинтересуемся, буквально у пары ребят, почему они решили поменять свою точку зрения. Нужно понимать то, что грант — это все-таки неотъемлемая часть нашей жизни, то есть ее ввели, она уже прочно укоренилась в нашем подсознании, и также это хорошая возможность именно для молодежи проявлять свои идеи, реализовать их и, собственно говоря, оставаться в родном городе и, собственно,
увеличивать эту инфраструктуру, чтобы было прикольно тут жить, чтобы им нравилось тут жить и, собственно говоря, самореализоваться как личность и расти. Спасибо. Меня сподвигнуло перейти на сторону оптимистов то, что по ходу съемок я вспомнил несколько, на самом деле, проектов, которые успешно реализовались. Это меня тоже как-то заинтересовало. И я понимаю то, что это много кого мотивирует. Если это правильно освещается, то грант — это, конечно, хорошо. В нем нет ничего плохого. Он, наоборот, дает стимул человеку расти, совершенствоваться, ну и быть лучше, соответственно. Хорошо. Андрей, кого из наших участников вам бы хотелось сегодня отметить? Ну, на самом деле, это было непросто, потому что было очень много хороших комментариев по существу, и я всегда прислушивался о том, тому, что вы говорили, и было интересно, на самом деле, услышать вашу точку зрения. Вот, когда я подбирал подарок, хотелось бы подарить что-то не банальное, но при этом с символикой министерства, чтобы у вас была память о нашей встрече. Поэтому я вот выбрал термокружку, чтобы, собственно, в наши морозы и так далее можно было пить горячие напитки. И хотел бы подарить вот девушке в белой блузке. Андрей, слово вам. Ну, собственно, хочу вас поздравить. Мне кажется, у вас были самые такие интересные комментарии. Ну и вы поменяли точку зрения, что тоже хорошо. Поздравляю. Ну и тебе пару слов, пожалуйста. Спасибо большое, это очень приятно. Нужно представиться. Меня зовут Романова Сахаина, я являюсь ученицей медицинского института первого курса лечебного дела. А сейчас мы приглашаем подняться всех на наш подиум, для того, чтобы мы еще могли пообщаться друг с другом, с нашим гостем Андреем Сосновским. Ребята, пожалуйста, поднимайтесь сюда. Частью нашей аудитории можешь стать и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. Это была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Диалог мне понравился. Мне кажется, мы смогли вместе с ребятами ответить на самые важные вопросы, услышали мнение друг друга. Самое главное, получилось конструктивное взаимодействие. И такой формат, он как раз способствует такому открытому общению, чтобы максимально получить обратную связь и подвести к какому-то итогу и умозаключению в конце.